Последние несколько лет в Агинском округе начинает развиваться туризм. О его развитии, как об одной из доходных отраслей экономики, мы начали говорить с 1997 года, когда замысел создания национального парка на Алханае начал приобретать зримые черты. Во всем мире сфера туризма по доходности стоит на третьем месте, после машиностроения и нефтедобычи. И в нашем регионе есть смысл обратить на развитие туризма больше внимания. Отрадно, что в администрации Агинского округа поняли важность этого дела, решили поддержать первые шаги энтузиастов-общественников. В спорткомитете выделена отдельная ставка специалиста по туризму. При поступлении на работу я прошел собеседование с главой администрации округа Байырбек Хаванчем Жамсуевым, и он дал очень хорошую установку на работу и примерно вот то, что округ желает видеть в развитии туризма, что хочет этим добиться. И, в общем-то, есть уже немало наработанный опыт в этой области, есть, скажем, опыт обмена, есть опыт, уже семинарский опыт проведения, подготовки, вернее, туризма у нас в округе. И мы уже вот с этого момента переходим на новый этап работы, то есть, администрация заинтересована в том, чтобы туризм стал в дальнейшем будущем доходной статьей в бюджете округа, так, чтобы на это можно было зарабатывать. Есть у нас и на кого смотреть и чей опыт перенимать. Вот даже, скажем, соседняя Монголия наша, она имеет очень хорошие результаты как раз в развитии туризма. И львиная доля в бюджете, скажем, идет на развитие туризма, и сейчас Монголия уже пожинает дивиденды с туризмом. В новой должности Сирен Ташиев работает с начала января, а вообще этот год начался для него с радостного события. Новогоднюю ночь в семье Дашиевых родился второй ребенок, дочка. Первый человек, родившийся в Агинском округе в 2003 году, мирно посапывает на руках у счастливого папы. Сын-первоклассник Ташинима учится в Агинской средней школе номер 3. И тоже, как папа, мечтает о дальних странах, о путешествиях. У него все еще впереди. Самая любимая моя передача – это «Клуб путешественников». Вот как с детства я его начал смотреть, как Юрий Сенкевич, вот туда-то поехал Юрий Сенкевич, сюда-то поехал. И у меня была мечта быть как он и заниматься такой работой. Потом потихоньку, постепенно, я не знаю, это, наверное, перешло в установку. И вообще так в жизни получилось, что учеба интересная, занимаюсь и сейчас занимаюсь интересной работой. И туризм из сферы хобби перешло, наверное, уже в профессиональную основу. Но по образованию у меня медицинское образование, и, в общем-то, как Юрий Сенкевич. Вот такое. Вам теперь пора перейти на работу на телевидении? Не знаю, это уже, наверное, еще в будущем будет, ага. И, в общем-то, так получилось, что специализацию я проходил в Коломбо, это остров Цейлон, Шри-Ланка, столица Шри-Ланки, очень интересное место. На уикенд к другу в гости я ездил в Пакистан, летал в Пакистан, в Карачи, Пакистан чуть-чуть посмотрел, и по завершении мне посчастливилось побывать в Дубае, в Арабских Эмиратах. И, в общем-то, такое путешествие было небольшое. Потом очень, такие интересные были, скажем, походы по нашей области, по округу. С Сиреном мы познакомились несколько лет назад. И я все поражаюсь его деловым качеством, жизненной энергией. Он ведет активную общественную жизнь. Возглавляет региональное отделение общественного движения «Молодежное единство». Несколько лет назад создал первую в округе общественную экологическую организацию «Доброе солнце», которая восстанавливает разрушенный дуган на священном для нас месте на Алханае. В этом году мы думаем, что все-таки Кимчик-дуган подведем под крышу, и будет свой храм не только природный, но и такой на Алханае. Но проблем, с которыми мы столкнулись в
период как бы создания и раскрутки вот этого проекта, организации, возрождения, вернее, Демчик-Дугана, очень много там разного рода, там, в общем-то, проблем хватает, конечно, как в любой организации. У нас есть договоренность, что начиная с этого года он там начнет стройку гостиницы. Эта гостиница, наверное, всесезонная будет, что зимой можно будет принимать туристов, что нормально летом можно будет принимать туристов. Потом по тем же туристическим объектам, там турбазы, вот эти, юрточный городок, что тоже по ним тоже работы хватает. Это вот, ну, мы активно сотрудничаем с национальным парком, в частности, с директором национального парка Баиром Батужагаловичем Немаевым, и очень хорошо как бы совместно работаем, и у нас такие довольно добрососедские отношения, и в целом, в общем-то, чего хотим, того добиваемся. Наше желание, как бы, чтобы Алханай все-таки из категории потребительского отношения людей перешло в категорию более такой вот, скажем, чтобы люди приехали в Алханай отдохнуть, а не упиться там до потери пульса, а чтобы насладиться красотой природы, чистотой воды, тут такое вот. Так, чтобы все-таки люди приезжали с чистыми помыслами, чтобы с желанием оздоровления души и тела. А вот, Цирен, я хотел задать тебе такой вопрос. Вот очень много у тебя общественной нагрузки, вот я еще раз подчеркиваю. Помимо организации «Доброе солнце», ты еще возглавляешь другую общественную организацию. Давай поговорим об этом. Ну, «Молодежное единство» — это молодежная организация, она, в принципе, как бы это уже очень отличается от «Доброго солнца». «Доброе солнце» — это узкоспецифическая такая организация, а «Молодежное единство» оно более широкое. И как раз это ближе к моей новой должности вот, тем, что возможность трудоустройства сельского населения, вот, молодежи села особенно. В этом плане очень много, вот, очень большую работу как раз проводит Комитет по делам молодежи администрации округа. И, соответственно, мы молодежная общественная организация. Вот как бы пока молодой, вот надо быть впереди, надо быть лидером. Один из первых выпускников Адинского бурятского буддийского института Цирен Дашиев после его окончания побывал на стажировке в далекой Шри-Ланке. А 3 года назад, в феврале-марте 2000 года, Цирен побывал в Америке, где ознакомился с опытом организации экологического туризма. Вообще вот есть такой опыт написания грантов, конкурсов, участия в конкурсах различных. И, в общем-то, наша организация принимала участие в конкурсе, на который мы защищали проект по развитию туризма в округе, в регионе у себя. И сначала попали в число номинантов, а потом в число лидеров уже. И выиграли этот конкурс. И в рамках этого конкурса мы участвовали в обмене. Это из России у нас поехала делегация, 6 человек. И, в общем-то, поехали в Калифорнию. Это, ну, Калифорния, это мы знаем по фильмам «Санта-Барбара». Кстати, я в этом городе был тоже. Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Твин Пикс, ага. Ну, в общем-то, вообще, вот, это очень интересно было. И вот как они развивают вообще у себя туризм, опыт этой работы, опыт организации туризма. Он очень интересен. И, в принципе, не надо каждый раз изобретать велосипед по-новому, ага, вот так вот, если сказать. Можно использовать наработанный опыт других. И просто как бы этот опыт ассимилировать и как бы внедрить в свой регион так, чтобы она заработала уже с учетом местных, скажем, местного колорита. Кстати, о грантах. Ваша организация «Доброе солнце», да, Цирен, впервые в округе нашем выиграла грант международный. Помню, да, была такая история? Да, это первый опыт, как бы первый опыт написания грантов нами и первый опыт выигрыша. Вот тогда, как вот идея получила финансовую подпитку. Да, идея была такая, чтобы организовать, вообще вот как бы попытаться сделать так, чтобы некоммерческие организации нашего округа получили новое развитие. И, в общем-то, в рамках этого проекта были созданы такие организации, как экотуристический клуб, молодежное объединение различные, в общем-то, вот эти средства были использованы вот на это.
И, в общем-то, и как раз вот и на новом месте, ну, на новой работе, я думаю, буду использовать тот опыт на грантонаписание. Последние 2 года в округе ведется большая работа по развитию туризма. Энтузиастами разработана целая программа мероприятий по становлению инфраструктуры туризма в округе. Эта программа прошла, помимо как бы обсуждения в Думе, она прошла, как бы международный эксперт просматривал программу и оценил нашу программу на отлично. В принципе, это очень хорошая, очень рабочая программа, и программа действует, программа работает. В общем-то, в рамках реализации этой программы были проведены ряд мероприятий, в том числе учебные семинары, конференции, даже их было несколько конференций. Вот последняя недавно была, это по музеям округа. Музеи как центры культуры и плюс к этому как бы туристические объекты, как бы, и в общем-то возможность перспективы развития музеев через развитие туризма. Скажем, Зугалай, музей борьбы там, Агахангил, там, музей конного спорта, развитие конного спорта. Вот, ну, такое вот видение. И, скажем, проехались мы по музеям, да, вот, скажем, ну, нам, тем людям, которые знают этих людей, интересно, да, вот там передовики, учителя, развитие колхоза, ну, это самое повторяется в каждом колхозе. И это ну, главная работа над тем, чтобы заинтересовать потребителей вот этого продукта, как раз, чтобы побольше дать информации, чтобы эти музеи были интересны. Хотел бы обратиться к главам муниципальных образований нашего округа, у которых есть возможность развивать туризм. Обратите особое внимание, это возможность трудоустройства населения, открытие новых рабочих мест, это возможность привлечения дополнительных средств в бюджет вашего муниципального образования. И мы бы от вас хотели увидеть проекты, документы, где вы бы смогли обосновать конкретно и расписать, что вы хотите сделать и что это в перспективе вам даст. И, в общем-то, я думаю, что мы совместными усилиями сделаем так, чтобы туризм все-таки у нас процветал.